В настоящее время мы находимся в штабе исправительного учреждения номер 1. Задача сегодняшнего дня, по полученной информации от руководства учреждения, все голодающие сегодня прекратили забастовку, принимают пищу. И надо сказать, что планируется тоже прием тех граждан, у которых еще, возможно, остались вопросы. В исправительной колонии номер 1 содержатся граждане, которые отбывают наказание в местах лишения свободы по приговору суда. Есть у них определенная сегодня мера юридической ответственности. Поэтому, конечно, вот с этих позиций мы должны для себя четко представлять. А с другой стороны, есть конституционные права граждан Российской Федерации, есть требования законодательства. И в местах лишения свободы, безусловно, должны быть в полном объеме выполнены все требования законодательства Российской Федерации в отношении содержания осужденных. По факту голодовки и зашивания ртов осужденными исправительной колонии номер 1 уполномоченным по правам человека в Республике Саха-Якутия и прокуратурой Республики Саха-Якутия с Якутской прокуратурой по надзору за законностью в исправительных учреждениях проводится совместная проверка. Первое – это осмотрены все камеры, где содержатся заключенные. Проведены внимательный разговор и истребованы объяснения каждого осужденного, а их более 20. Кроме того, проведен прием граждан осужденных по разным вопросам, начиная от состояния здоровья, своевременного оказания медицинской помощи и заканчивая вопросами правомерности движения в лицевых счетах находящихся денежных сумм. Организована медицинская помощь в оперативном порядке тем, кто в ней нуждается. Мной проверены отдельные медицинские карты с точки зрения своевременности оказания мер медицинской помощи. Проверка, конечно же, будет проводиться по медицинской части с привлечением специалистов. Мы должны увидеть сегодня объективную картину. И мы на сегодня, конечно, в рамках проверки ведем и документарную проверку, и истребуем объяснения осужденных, и проводятся личные приемы целью того, что в какой части, где было соблюдение, а где было нарушение со стороны осужденных правил внутреннего распорядка и ведомственных документов со стороны, прежде всего, устава, со стороны сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Поэтому, исходя из этих позиций, конечно, будет дана соответствующая объективная оценка именно по фактам, по обстоятельствам, которые мы сегодня имеем. Надо сказать, что провокация появляется там, где есть проблема. Поэтому наша задача сегодня установить проблему. Какие проблемы сегодня существуют? Насколько сегодня обоснованно выдвигаются те претензии? Конечно же, до таких фактов, скажем так, объявления протеста или акции, мы считаем, что можно было не доводить, поскольку есть, во-первых, определенные внутри правила, порядки, которые надо соблюдать. А как они соблюдаются? Есть оперативные позиции, по которым уже изначально и должны отрабатывать психологи. Своевременно абсолютно должна оказываться медицинская помощь. Своевременно должны решаться все вопросы, допустим, которые касаются условий содержания. Если сегодня действительно здание старое, мы видим, что по полу дует, то необходимо своевременно, опять же, проводить работы по, к примеру, утеплению. Потому что на сегодня мы видим реально в камерах от 18 до 23 температурный режим содержится. Но если мы сегодня чувствуем, а вчера мы в камерах были, там по полу дует, к примеру, опять же, как я повторяюсь, своевременно надо принимать меры. Надо сказать, что у нас в республике вообще самый высокий уровень ветхого аварийного жилья на всей территории Российской Федерации. Эта проблема касается и учреждений уголовно-исполнительной системы. Поэтому мы надеемся на то, что Всемирная Российская Федерация тоже поддержит позиции Республики Саха-Якутия
потому чтобы выделять дополнительные средства на текущий капитальный ремонт. И по содержанию, конечно, в целом надо вопрос решать кардинально. Граждане, которые отбивают наказание в местах лишения свободы, сегодня при собеседовании, вчера при собеседовании, сегодня я это подтверждаю, в общем-то, есть понимание и того, что они наказаны. И общество это тоже должно сегодня на себя четко представлять. Действительно, места лишения свободы – это то место, по которому, значит, действительно попадать не по доброй воле. А с другой стороны, есть, конечно, определенные права, которые тоже должны соблюдаться. Поэтому здесь должен быть такой... соблюдены требования законодательства, и мы как раз вот ведем проверку, насколько есть обоснованность, насколько есть необходимость сегодня, скажем так, принятия оперативных мер, оперативных решений. Если компетентные органы вам не оказали экстренную помощь, обращайтесь по телефону горячей линии уполномоченного по правам человека в Якутии 507-363 с 9:00 до 17 часов в рабочие дни.